Глава 5. Крылья орла. Человек тут был долговяз, длиннорук, идеально лыс, безусый и безбородый, на щеке у него сидела бородавка. Неизвестно было, откуда он явился на Байкале. Никто не знал ни имени его, ни фамилии, ни рода племени, ни звания. Впрочем, звание, хоть и самолично, он все же присвоил себе. «Зовите меня капитаном», — велел он своей братье. Моторно-парусная шхуна, которой командовал этот капитан, была оснащена под плавучий застенок. Рыская по берегам Байкала, капитан наводил страх, где не являлся. Народ окрестил его Лютым. Никем особо не поощряемый сверху, но пока еще не нарвавшийся на того, кто осадил бы его снизу, Лютый всласть лютовал. Жертвой его становился всяк, о ком лишь краем уха мог услышать он полунамек на причастность к красным, а то и вовсе без намека всякого. Не нравится мне эта рожа. На борт его. Число людей, замученных им, расстрелянных, повешенных и утопленных, было неведомо и потому казалось бесчетным. Лютый дороже сокровища берег свою репутацию. Есть люди, которые явились на свет ради доблести. Времени, когда им родиться, они, может быть, эпоху целую ждали. Но кому же противопоставить себя орлу, если нет змеи? Безнаказанность незыблемо утверждала Лютого в его, словно богом самим неспосланном призвании. В ту позднюю осень ему подфартило. Десятка-два непредполагаемых, а подлинных красногвардейцев попали к нему в сети. Программа его была скучна ему самому, но придумать что-либо новое Лютому не хватало ни времени, ни фантазии. 3 суток в трюме без пищи и воды, затем допросы, пытки, казни. Для особой услады души своей Лютый оставил лишь бурята, который, правду ли донесли ему, то ли врут, будто бы служил часовым в Кремле и видел Ленина. Капитан Лютый распорядился вывести жертву на палубу. Тоскливо завывал ветер в снастях. В сумерках на темной покатой волне медленно потягивалась шхуна. На носу ее на высоком лафете стояла полевая пушка. Веревочная петля, свисавшая с конца ствола этой пушки, была отчетливо видна на фоне закатного неба. В килевой качке пушка была похожа на горбатого удильщика, который то склоняется над водой ухватить что-то петлей своей, то вновь поднимается и на следующем опускании настойчиво повторяет попытку. Ботанова, а это был он, босой, в изорванной рубахе, с лицом избитым в кровь, спокойно глядел мрачный пейзаж. «Развяжите ему руки», — приказал Лютый, и подвинулся на скамейке. «Пусть сядет рядом. Побеседуем». Ботанова потер затекшие от веревок руки и вдруг с бодрым видом присел рядом. Лютый с завистью и с опаской покатился сбоку на его могучую грудь. «Знал бы ты, любезный большевик, какая тоска вас душить. Черт знает, что вы за народ. Бьешь, режешь, молчат. Стреляешь, топишь, молчат. Я вам кто, мясник, что ли? Я же благородного сословия человек, во мне душа имеется. Фельдфебель. Тут, господин капитан. Коньяк сюда и 2 рюмки. 2? Слушаюсь. Пьяный, отметил про себя Ботанова, и надежда свечным огарком чуть затеплилась в нем. Была ли причиной тому качка, но показалось, что и фельдфебель, и прочие братья тоже навеселе. Окружив капитана и его собеседника, все стояли вокруг будто бы развинченные, шалые, тупые. «Гнусные времена настали», — брюзжал Лютый. «Где старинные баррикады? Девушка, фригийский колпак на ней, стоит под пулями с простреленным знаменем, а? Романтика. Версальцы в белых гамашах строем расстреливают бунтовщиков. Строем. А сейчас выкуриваешь вас из щелей, как тараканов, и давишь. Мерзость». Лютый жаловался от души.
Глядя на его скорбное лицо, но не вникая в смысл того, что он говорил, можно было и впрямь проникнуться к нему сочувствием. Бородавка на его щеке двигалась, как назойливая муха. Почему-то хотелось хлопнуть Лютого по физиономии, чтобы согнать ее, а в мозгу стучало. Улучить бы миг, не прозевать. Лютый наполнил рюмку и подал одну Ботанове. Фельдфебель сделал мину разочарования. Не ему подано. «Выпьем за процветание Родины». «У вас нет Родины», — вырвалось у Ботановы. Слово, однако, не воробей, и он, будь что будет, договорил, что думал. «Вы продали ее, отдали на разграбление иноземцам». «Заговорил», — неподдельно удивился Лютый. «Что же делать, любезный большевик, если мировые державы не вас уважают, а нас?» «Верно я говорю, фельдфебель?» «Так точно», — рявкнул тот, не открывая вожделенного взгляда от бутылки. Лютый взял рюмку Ботановы и передал фельдфебелю. «За спасение Отечества! Выпьем!» «Вот так. С тобой же, милый друг, мы попрощаемся. Ты сейчас отправишься на небеса строить социализм. Думаешь, я шучу? Если хочешь знать, я не отрицаю идеал коммунистов, но думаю так. Пусть они сотворят, что задумали сначала на небесах, а потом не спошлют это нам на землю. Правильно я говорю, фельдфебель?» «Слушаюсь, господин капитан». Зная с полунамека, что требуется, затрусил тот в сторону рубки. Зорким глазом Ботанова рассчитал метнуться сначала к трюму, затем, не давая улечься переполоху, резко свернуть обратно и через борт в воду. Но когда это сделать? Где тот единственный миг? Неужели пропущен? Вон фельдфебель, отдуваясь, несет уже какой-то плоский ящик. Поставил его на торец под петлей. Нагнуться и положить мешал ему необъятный живот. Лютый тоже подошел. Дотянувшись, потрогал петлю. Корявая, засохла. «Где мыло там?» «Вот, господин капитан». «Можешь сказать последнее слово», — милостиво разрешил Лютый Ботанове. Затем он встал на ящик и принялся намыливать петлю. Делал он это старательно, как-то уж слишком старательно напоказ. Он даже примерил петлю себе на шею. Удобно ли? «Да здравствует Ленин!» — крикнул Ботанова. «Солдаты, Ленин за вас!» «Я видел Ленина, я знаю». «Молчать!» — захрипел от ярости Лютый, все еще выглядывая из петли. «Связать ему руки!» Вот он, тот единственный миг. Не дожидаясь, когда его схватят, Ботанова, как рысь, кинулся вперед. Ногою выбил из-под Лютого ящик и в ту же секунду оказался за бортом. Похоже было, разворошил муравейник. Шум, гам, беспорядочная беготня ошалевших от неожиданности солдат. Мешая друг другу и хрипло матерясь, одни кинулись к борту, другие — к повисшему телу капитана. С грехом пополам вынули его из петли. «Трясите его! Трясите!» От натуги, от страха фельдфебель потел и отдувался. Круглорожий, будто за обе щели ему затолкали по еловой шишке, круглобрюхий и короткорукий, он был похож на кенгуру, вставшего на задние лапы. «Да сильнее же! Сильнее трясите!» С уже большим рвением солдаты принялись усердствовать над Лютым, а фельдфебель, осмыслив, наконец, происшедшее, заковылял к пулеметному Гочкис, присел перед ним, насколько позволял ему необхватный его живот, и вдарил длинными очередями, наугад во тьму. Лютый, наконец, очнулся. Солдаты от усердия, едва не отправившие его на небеса, радостно и бессвязно залопотали над ним. Кто-то приподнял его голову. «Где он?» — живо вскочил капитан. «Схватили?» «Не, удрал». «Ты что говоришь, удрал?» «Как так удрал, скотина?» «Фельдфебель». «Тут я, господин капитан». «Никак нет.
Не удрал. Расстрелял я его. Ты откуда знаешь это, осиная твоя башка? Что ты видишь там во тьме, идиот? Прожектор. Ах ты, мать честная, что же ты я? Совсем забыл. Сейчас, господин капитан. Луч прожектора рассек пополам тьму, заскользил по округлым спинам волн. И опять понеслись в пространство пулеметные очереди. Лютый стрелял сам. Глубока и темна стала ночь, как яма сырая. Волны вздымались с усилием. Казалось, тянулись они к луне, укутанной тучами. Огненным кнутом полоснуло откуда-то, из тьмы ли, с луны ли. И опять только мрак, да рев стихия, да неизвестность, что там впереди. Хмурыми монахами зачернели впереди утесы. Берег, желанный берег. Ближе, все ближе. И чем ближе, тем недоступней тот берег. Волны бросаются на скалы и расшибаются вдребезги. Равномерно гряда за грядой другие такие же безумцы, погребая под собой пену, прах погибших, штурмуют эту твердыню. Откуда им знать, что она неприступна для них? И уж подавно для человека. Что он может? Соринка жалкая в этом чудовищном, кипящем котле. Волна высоко поднимает его, обрушивает на что-то твердое, силой влечет назад по песку и вместе с песком. Но что это? То ли коряга, то ли якорь старый задержал его на миг. Всего лишь миг, и вот спасение. Батанова ухватился за якорь обеими руками. Теперь переждать еще один вал, удержаться на откате и, пока очередная гора воды еще не настигла его, взбежать повыше. Берег. Волны подкатывают к самым ногам, но здесь они не опасны. Даже обессиленный, полуживой человек здесь уже сильнее. Далеко позади луч прожектора потерянно шарит во тьме. Отдаленно доносятся долгие пулеметные очереди. «На, ешь!» Батанова протянул кукиш в сторону моря. «Думал меня повесить?» Сам повесился. Осознав себя в безопасности, Батанова огляделся. Нет ли здесь какого прибежища? Позади ревело море. Впереди черной стеной высились скалы. Нет, туда, в скалы, не было смысла идти сейчас. Случай вознаградил его за настойчивость и благоразумие. Довольно скоро, вблизи от того места, где он сидел, Батанова отыскал небольшую пещеру. Вход в нее был узок и с ненаветренной стороны, а сбоку. Дух застарелой гари и сенной трухи навел на мысль, что пещеру эту не первый он отыскал. Может, там и сейчас есть кто-нибудь? «Гук! Гук!» — гукнул Батанова в пещеру. Никто не отозвался. Тогда он влез туда и принялся обшаривать свой приют. Под ногами песок. Сухой песок, мелкий, как видно, морской. Камни в кружок, очаг, наверное. Так и есть. Громыхнуло что-то. Пощупал. Манерка оказалась, котелок. А вот и сено. Старое, правда, истертое. Да что за беда? Пещера оказалась достаточно просторной и хранила тепло. «Спи, Батанова. Не могу без тебя. Совсем не могу». Кто это? Длинная с вороным блеском коса свисает с плеча. До боли в душе знакомая вот эта тихая улыбка, вот эти обиженно поджатые губы, вот этот кроткий взгляд. Алтаргана. Батанова протягивает к ней руки, но ее уже нет. «Где же ты, Алтаргана? Явись опять». Речка какая-то, известная будто бы. Не узнал? Так это Шанга. По щиколотку в воде стоит какой-то знакомый человек. А кто? Никак не припомнить. Садись на коня, пока он горяч. Бери саблю в руки, пока ты молод. Отец. Здравствуй, отец. Тот загадочно улыбается в ответ, как бы желая сказать: «Гляди-ка,
что я тебе покажу». Отец поднимает большой камень и легко, как свежеиспеченный каравай, разламывает его об коленку. Держа в обеих руках по половинке, он трет их друг об друга, быстро, словно 2 комка соли растирает в песок. Затем берет пригоршню этого песка, смешивает с водой и принимается умываться. «Это он молодой», — думает Батан-ава, не видя ничего особенного в его действиях. «Ай, хорошо», — весело отфыркивается отец. «В нашей Анге вода целебная, как Аршан. Надо бы спросить у него, он что, еще не постарел? Или постаревший вновь помолодел?» Батан-ава хочет подойти к отцу, но не может, будто ноги его отнялись. Он хочет крикнуть: «Отец, это я, твой сын!» Но голоса нет у него. Да и отца будто бы нет уже. Куда он пропал? Речка на глазах все шире, вот-вот зальет. Солнечные блики, как серебряные монеты, ослепительно блестят на солнце. По воде, как по суху, идет Алтаргана и собирает эти монеты в подол. «Алтаргана, милая Алтаргана!» «Спи, Батан-ава. Человек не всегда знает правду, да и не всегда ему надо знать всю правду. Не всегда она благо, бывает, что правда — зло. И пусть на пороге новых свершений не коснется тебя это зло, не подтечет крыльев орла». Барсо Танхаев занемог, хотя и добрую взбучку получил он возле того перелеска, но и тогда, и сегодня не столько побои, сколько позор его мучил. Он весь истерзался. Ему теперь на улицу хоть глаз не кажи. Смеются чуть ли не в лицо даже самые ничтожные голодранцы, а с последняя старуха дура и та скрипит, как немазанное колесо. По делам, не гоняйся за чужой женой. Спрашивается, глухой старухе кто прокричал в ухо о том, что было с Барсо? Не иначе, как тот русский старик, проклятый огородник. Вон там, за увалом к востоку, его изба. Один он да табунщик были свидетелями той встречи на дороге. Прошел уже месяц с того дня, как в ожидании кровного врага своего Танхаев Барсо зарядил ружье и положил под тюфяк. Батан-ава не возвращался. Значит, там у красных. «Ну, дождусь я тебя». И с ненавистью смотрел в сторону дома Тараса. Пришел Хамней шаман. «Мэнды, поправляешься?» «Не помогают мне ваши припарки соленые. Душу жжет, не могу дышать. В суд подай на Тараса, взыщи ущерб. Что возьмешь с голодранца, кроме рванья?» «Кроме рванья и вшей. А корову, которую ты ему дал?» «Отравил я корову. Вчера пробрался тайком. А что корова? Мое имя не коровой ценится. Задушу его жену». Так нельзя. За убийство задушу и повешу в чулане. Сама повесилась с горя, вот и все. Нет, так нельзя. Что, по-вашему, терпеть и дальше этот позор? Отец мне говорит: если ты не из сырого теста, покажи, кто такие Танхаевы. Нет, этого я не оставлю. Если сучку не повешу, сам на той веревке повешусь. Постой, постой. Тут есть над чем подумать. Недалеко в селе Хаготы белогвардейцы стоят. Скажем их командиру, он власть и закон. Тут Барсо задумался. Потом он всплеснул руками. Так и сделаем. Живо, будто бы и не больной вовсе, он вскочил со своего ложа, присел к шаману и выложил на стол свои кулаки. «Я сам поеду к тому командиру. Я знаю, как ему сказать». А шаман умолк. Он увидел массивный перстень на руке Барсо. Не тот ли весом в 6 золотников, вылитый из рассыпного золота местным чеканщиком? Помнится, Танха, отец мальчишки, ворчал на чеканщика. Этот пройдоха часть моего золота оставил у себя на пальцах.
Нельзя тебе ехать, ты больной, а перстень этот сними. Я поднесу его в подарок тому командиру, так вернее будет». Теперь, в свою очередь, умолк Барсо. Расставаться с перстнем жаль было ему. «Не забудь», — настаивал Хамне, — «с помощью того офицера надо убрать не одних только твоих обидчиков. Со всех, кто косится на нас, шкуру надо содрать, чтобы они пугались кашля нашего, боялись нашего взгляда». Что было ответить на это Барсо? Черт его дернул выставить на показ свои кулаки. Делать нечего. Барсо принялся слюнявить свой палец. Никак не мог снять перстень, снял, наконец, положил на стол перед Хамнаем и отвернулся. Шаман живо спрятал его. «Вели забить еловую козу, оберни себя шкурой, а мясо пусть сварят и ждут меня. Сырая шкура вытянет из тебя болезнь. Завтра к вечеру жди». Случилось так, как было задумано. На другой день к вечеру нагрянули гости. Первыми вошли матерый детина-офицер и щуплый в сравнении с ним верткий бес Хамне шаман, а за ними около десятка до зубов вооруженных солдат. Барсо, похожий на зверя в козьей шкуре своей, вскочил и принялся хлопотать. И было все, чему полагается быть в таких случаях. Водка в квадратных штофах, козье мясо и другие закуски, тосты, песни, а затем обглоданные кости, пустые бутылки на столе, и белый офицер ослабил свой поясной ремень на 2 дырки. На дело сразу не пошли, дождались ночи. В полночь в кромешной тьме подъехали сначала к дому огородника. Тот будто чуял беду, не спал. «Запрягай телегу». Тот стал запрягать. «Приведи корову и привяжи к телеге». «Зачем?» — осмелился спросить старик. «Молчи, свинья. Поведешь свою корову партизанам. Они голодают в лесу. Передали через посыльного, чтобы их накормили. Поскольку ты им родня...» «Не знаю я никаких партизан. Что такое вы говорите, начальник?» В ответ свистнула и затрещала плетка. Старик упал. Сопение, кряхтение во тьме, приглушенная брань и кованые каблуки по телу упавшего. Все, замолк. Что делать с его женой? Чей этот глупый вопрос? Наша заповедь не имен на бумаге, ни следов на снегу. Подожгите дом. Пламя, вспыхнувшее позади, осветило зловещий караван. Солдат впереди ведет запряженного в телегу коня. За телегой с тупой покорностью ступает привязанная корова, а за коровой — солдаты. Подошли к дому Тараса. Офицер пнул в дверь. Гнилая доска отскочила, нога просунулась в избу. «Эй, кто есть? Открывайте!» Заложка двери сдвинулась. Тарас, козья шуба в накидку, встретил ночных гостей. Его оттеснили в сторону, как неодушевленный предмет. В один миг все было разворочено, разбросано и перевернуто. «Куда спрятал сучку?» — подступил к старику Барсо. Молчание в ответ. Барсо заглянул под кровать. «А, вон где спряталась». Он вытащил женщину за ногу, некоторое время смотрел на нее, как бы не веря в удачу, затем намотал ее косу на руку и таким образом заставил ее встать. «Сжальтесь!» — встал на колени и с мольбой протянул руки Тарас. «Она ведь женщина!» «Замолчи, старый болван!» Барсо с силой пнул Тараса ногой в грудь. Старик упал навзничь, да угодил виском на обух топора, лежавшего возле печи. Офицер подошел к алтаргане, плотоядно оглядел ее. Кобыла в самом цвету. Угодливо прищелкнул языком Барсо и схватил алтаргану за лицо. «Покажи зубы». А Тарас между тем поднялся, взял топор, подошел сзади и делово с прилежанием, как при колке дров, с хрястом в суставах и с выдохом одним ударом раскроил череп офицера пополам.
солдаты вмиг отрезвели. Один из них выстрелил в Тараса, тот упал. Скорбный караван. Солдат ведет за уздечку лошадь, запряженную в телегу. За телегой с тупой покорностью ступает корова. За коровой, косой привязанной к ее хвосту, спотыкаясь и падая, влачится молодая женщина. Замыкают шествие ее палачи. Море к утру внезапно стихло. Переход от рёва к тишине был столь резок, что от этого перехода Батан-Ава проснулся и выглянул наружу. До самого горизонта Байкал лежал умиротворенный, хотя пена прибоя еще не улеглась. Вблизи берега застыли на плаву неразличимые издалека предметы — доски ли, бревна, не то бочки, не то вывороченные пни. Довольно длинная жердь покачивалась на воде странно, как показалось Батан-Аве. Не от волны, а будто бы что помимо волны ее покачивало. Вглядевшись, он различил рядом с жердью фигуру человека. Предметами на воде оказались обломки какого-то суденышка, разбившегося здесь о скалы, а жердью была мачта того парусного, судя по всему, суденышка. Мертвый человек плавал рядом с мачтой, потому что был привязан к ней за руку. Батан-Ава вошел в воду по колени, доской, поднятой на берегу, дотянулся до мачты и мало-помалу привлек ее к себе. Гадая нарочно, не угадаешь. Утопленником оказалась женщина совсем молодая, может быть, девушка. Не узнать теперь ее имени и откуда она. Не узнать, сама ли себя привязала она к мачте за руку, или ее научили, помогли. Девушка, как видно, не умела плавать. И что за судно было? Кто плыл на нем, кроме этой девушки? Ничего теперь не узнать. Батан-Ава с трудом распутал намокшую веревку, выволок девушку на песок, и тут его ожидала находка. Подобно кресту на шее православного, на шее утопленницы висела подвязанная на бечевке бутылка с пробкой из просмоленной тряпицы. Батан-Ава снял ее с трупа и рассмотрел на свет. Как видно, наспех дело делалось. В бутылку проникла вода, к стенке изнутри прилип клочок бумаги. Батан-Ава разбил бутылку, расправил на колени бумагу и прочел. «В Тунке враги, товарищ дедушка, их надо обойти. М.Е.» Ни даты, ни адреса, ни имени. Что такое М.Е.? Чье имя за этими двумя буквами? Загадки и догадки. Догадки и новые загадки. Батан-Ава похоронил девушку в песке и перед тем, как двинуться в путь, глянул вверх на черные скалы. Высокие. Босой, полураздетый, Батан-Ава карабкался вверх. Худо было еще то, что при ударе по ящику, выбитому из-под лютого, он вывихнул палец правой ноги. Сгоряча этого не почувствовал. А вот сейчас казалось. С трудом добрался он до ближнего селения. Тут, как следует оглядевшись, зашел в самую ветхую избу и не ошибся. Ему помогли. Бабка-знахарка отпоила его травами, хозяин передал молву о рейде сибирского деда через Саяны. И Батан-Ава догадался, кому была адресована найденная им записка. Добрые люди в складчину обули, одели Батан-Аву, снарядили в путь, указали дорогу, а хозяин украдкой от всех положил в карман ему наган. Светлая память девушки, погибшей за дело народа. Не за даром погублена молодая жизнь. Эстафету свою она передала в надежные руки. Она цель указала Батан-Аве. А когда есть у человека цель, он сильнее самого себя. В теснинах Саян он попирал ногами облака. Узкой тропой протискивался в клыкастые, как звериная пасть, ущелье. Ветер шумел очень сильный, небо темнело. Блекло солнце, желто-красным кольцом обрамляя свой диск. Над вершиной Шумака толпились тучи. В этих тучах блестели молнии, тучи медленно спускались, кошмой укрывая ущелья и склоны гор, а Батан-Ава шел навстречу им. Вверх,
Вот уже само Поднебесье, вот уже трудно дышать. Перевал, наконец. Что трудней, подняться или спуститься? Нарастающий гул ширился во все пределы, вширь, вверх и к низу. Казалось, что дрогнули и пошли в раскачку сами вершины гор над его головою. Небо разверглось, дождь с градом взялся хлестать. Ботанова будто слеп, прикрывал рукавом глаза, подолгу пережидал ураган. Он стоял на льду. Скользок лед сам по себе, а при холодном ливне скользок вдвое. Вода сверху. Дождь в снег переходил. Сначала сеялся снег, как мука через сито, затем падал хлопьями, и ураган, передохнув, набирал новую силу. Грозил сдунуть человек со склона, как человек сдувает со стебелька ползущего муравья. Не раз и не два за время спуска Ботанова с опаской глядела вниз. Там, в глубине отвесного, как стена ущелья, на самом дне его блестела речка. Неверный шаг, и он рухнет с высоты в эту пропасть. Незамерзающий быстрый поток омоет его труп, но никогда никто его не похоронит, как он похоронил ту девушку. И не вернется он к ее могиле, как обещал себе, не напишет памятные слова. На исходе сил одна только сила, верность делу, зов призвания. Мужайся, Ботанова. Не ты, так кто же донесет до цели известие людям, которые сейчас уже в ловушке, может быть. Дятел стучит по дереву. Насторожился, от греха подальше снялся с места и улетел. Бурундук прошелестел в сухих листьях, и опять тишина в тайге. Скрываться нет уже сил. Напропалую прошагал Ботанова по валежнику. Сухой хруст чуть ли не за версту слышен. Вышел на опушку и лег ничком в ложбине среди кустов. Глаза слезятся, плохо видно, что впереди. Деревня будто бы. Белые есть ли там? Нету, прошумел над головою лес. Дымы из труб. Крыши сплошь поросшие мхом, в кривь, в кось, да и дома как будто бы пьяные, никакого порядка. Люди. Да они пьяные, с чего бы? Поздняя осень, урожай в закромах, травит зерно на самогон. Мужики, как тот мох на крышах, позеленевшие, бородатые, немытые, вихляют из стороны в сторону. Слышишь? Подковы железные о камень, цок-цок. Два прекрасных, как с картинки, коня на опушке, двое казаков верхами. Погоди, не хватайся за наган, они не видят тебя. Гляди-ка, рыжий тот, что на буланом, спешился, подошел, вот он совсем рядом. Притаись. Ты, пахом, бровенный мужик, только и я не лыком шит. Меня, паря, голой рукой не бери. Эко самогон шибает от него. Защеми-ка нос, а то чихнешь. И убери наган-то свой, не видишь разве? Оба в стельку. Тот на вороном, пахомом названный, неумело с пьяну сворачивает самокрутку. И все ты, Степка, фасон держишь. На кой хрен ты мне сдался? Исаул приедет, перед ними куражься. Исаул приедет? Значит, в селе белые. Заходить сюда нельзя. Но дальше идти уже сил нет. От голода и усталости кружилась голова, мутилась в глазах. Ботанова сейчас куда более жалок был, чем те позеленевшие от пьянства бородатые мужики. Или рискнуть. Зайти бы вон ту хибару с краю. Что ждет там? Чашка ли чая? Острие ли штыка? Размышляя так, Ботанова незаметно уснул. Разбудил его скрип телеги. Вихляющую телегу едва влачила тощая кляча. Одноногий возница то и дело тыкал ее взад костылем. Ботанова пропустил упряжку, вышел из укрытия
и, подойдя сзади, неслышно влез в телегу. «Издалече ли едете, добрый человек?» Положил он руку вознице на плечо. «А, что, кто ты?» — испугался тот. «Много ли солдат в деревне?» «Много. А тебе зачем?» «Откуда едешь?» «Неподалеку село. Оттуда и еду». «А ну-ка, слазь!» «Зачем в село ездил?» «Самогон для казаков. На соль обменял». «В том селе солдаты есть?» «Солдат там нету, а вот ты, паря, того этого...» «Ты что за допросчик мне? Сам отколь будешь?» «Повезешь меня в село, где соль менял. Поворачивай телегу». «Ну, того этого... Пушкой своей не грози. Я воробей стреляный. Поворачивай, тебе говорят. Скорее пешком дойдешь, чем на этой кляче. В другое место тебя доставлю». Ботан-Ава взял у возницы вожжи. «Тпру!» — остановил он телегу. «В какое такое другое место?» «Домой к себе. Вижу, ты не ходок». «Говори, кто ты?» Старик достал из-за пазухи сверток в тряпице. Бота развернул. Вот так штука. Предъявитель всего Гамбаев Мархай является уполномоченным казачьей заставы станицы Туран. Печать с двуглавым орлом и подпись. «Ах ты шкура!» Опять за наган схватился Ботан-Ава. «Шуметь будешь? Самому в убыток!» И ухом не повел старик. «Глянь-ка!» На подъезде к ближним домам из-за дерева вышел и стал посреди дороги казак-детина. «Эй, Мархушка, придержи коня!» «Чё держать-то его? И так еле тащится!» «Здоровайте, племянник, вот гости везу». «Кого из них первого в случае чего?» — прищурился Ботан-Ава и, не вынимая наган из кармана, взвел курок. Казак, подойдя, радушно протянул ладонь лопату Ботан-Аве. «Рыло», — представился он. «Дагы», — назвал Ботан-Ава первое пришедшее на ум бурятское имя. «Вот тебе», — Мархе подал племяннику квадратную жестянку. «Литр здесь, чистый спирт». «А я тебя, дядя Мархе, цельный день ожидал. На подходе оно вернее, а то ведь отымут все». «Ну, спасибо». «Поберегись, однако. Чистый спирт, не самогон». В доме Мархая на окраине села Ботан-Ава сидел за столом, как на пиршестве. Мясо, хлеб, молоко и спирт, тот самый, промененный на соль. Разморило Ботан-Аву. Столько-то дён голодным рыскать по скалам поднебесным, и тут вот тебе приют. Какого еще другого счастья может пожелать себе самому человек? После тяжкого перехода в тепле до сытости, да после бани, да после доброй чарки, о, как хорошо было в этой кособокой избушке на краю села. Забыть бы все, да ничком на топчан, без мятежности погрузиться бы в сон от зари до зари. А дальше, что Бог пошлет? Безмятежность. Благодари судьбу, если только во сне, да и то на короткий миг, приснится тебе она. Дела в этом селе складывались так, что про покой забудь. Казачья рота на постое разграбила все село. Казаки пришлые передрались, перепились с казаками здешними. Но неусыпный глаз бдел. Окольные патрули неделю назад перехватили разведчиков-партизан, частью рассеяли их и взяли в плен командира. За ним-то и собирается приехать Исаул, о котором слышал Ботан-Ава. За командира у белых выкуп. «Где тот командир?» — спросил Ботан-Ава. «В подвале сидит. Раньше там был склад, а наверху купеческая контора. А сейчас?» «Тюрьма там сейчас, а сверху охрана. Поспал бы, а? Вижу, ты не в себе». Спать укладывает. Сам-то кто он? Бумага-то, что за бумага?
Ботан-Ава не спрашивал, но старик все понимал. Того настоящего Мархая послали сюда, а красные перехватили. Бумагу мне передали. Сказали, будешь теперь Мархэ. Вот Мархэ я нынче. Мать у меня бурятка была, за бурята легко схожу. А домишка этот племянников. Рыло, он свой человек. Не гляди, что детина здоровяк, хворый он, в службу не берут. Сомнения ушли, в душе посветлело. Ногу-то где потерял, дядя Мархэ? На рытье окопов в 16-м годе. Снаряд шальной. Деревяшка есть, да тяжела, редко ношу ее. В 16-м. Выходит, мы с тобой в одном поезде ехали. Так что ли? Пошли у них воспоминания. И было уже темно, когда мимо дома в село прошли строем конники числом не менее 200. Мархэ приубавил света в лампе. Сказал: «Сиди, жди». И вышел. Ходил он долго. Ботан-Ава и в окно глядел, и наружу несколько раз выходил. Нет старика. Явился Рыло. «Что там?» — спросил Ботан-Ава. «Красные идут». «Где? Куда? Откуда?» «Говорят, на уссурийскую дорогу вышли. Идут сюда, к Турану». «А эти?» Имея в виду прошедших конников, кивнул на окно Ботан-Ава. «Навстречу им. Идут через село без остановки». «Значит, засада будет? Не узнал, где?» «Не, дядя Мархэ велел к тебе идти и ждать». Можно ли было ждать? Ботан-Ава извелся весь. Нужно было сейчас же, не теряя минут, делать что-то, а ему велят ждать. Наконец старик вернулся. У границы Монголии местность есть, дозор называется. Там засаду ладит. «Далеко отсюда?» — быстро спросил Ботан-Ава. «Верст 30 слишком». «Я ухожу». «Куда ухожу? Пешком, что ли? Вдогонку побежишь? Тебе коня доброго надо. Да не одному, с проводником. Иначе заплутаешь. Вместо дела не дело выйдет». В этом был резон. Ботан-Ава сел, задумался. «Вот что еще», — продолжал Мархэ. «Бурят по улусам набрали душ около 40. Все на конях, но без ружей. Их здесь оставили. Утром Исаул раздаст им винтовки. К ним бы тебе пристать. Так я кумекаю. В Овине ночуют, на том краю села». В пустом, с прогнившей крышей Овине мобилизованные буряты тесно сидели вокруг 3 небольших костров. Их кони стояли в стороне у коновязи. На вошедшего Ботан-Аву никто не обратил внимания. Согнанные из разных улусов, люди большей частью не знали друг друга. Поначалу объединяла их лишь общая участь и тревога перед неизвестностью. Но, судя по 3 кострам, что-то уже и разделяло их. Ботан-Ава, присмотревшись, подсел к тем, где больше молодых. То были отчаянные, они задумали бежать. «Куда подадитесь, парни?» — спросил Ботан-Ава. «А домой?» «К мамке под юбку? Так, что ли? К жене под теплый бочок? Можно и к партизанам». «А к ним как? Ты знаешь дорогу?» «Не сейчас бежать надо, братья мои», — быстро захватил инициативу Ботан-Ава. «Завтра нам дадут оружие. Вот тогда и бежать. Кто к партизанам, со мной пойдете. Кто по улусам, с оружием идите и спрячьте. Скоро оно пригодится. Братья буряты, служить белым, врагам служить. Это говорю вам я, бурят, который в Москве был. Я Ленина видел». Шум и движение. Все кинулись рассматривать диковинного бурята, который в самой Москве почему-то был и будто бы Ленина видел. И вправду бурят. Может, врет? «Я видел Ленина», — повторил Ботан-Ава. «Близко видел, вот как тебя. Ленин говорит, власть народа нельзя погубить. Как не зверствуют белые, как не подбрасывают им жирные куски иноземцы, дни их сочтены.
Вот почему нам нужно оружие. Берите его и храните. Берите и крепко в руках держите. Вот мое слово вам». 3 костра соединили в один. Уснули перед рассветом. Утром их выстроили перед штабом, разместившимся в бывшей купеческой конторе. Новенький с заводской смазкой винтовки нерусского образца и раскрытый цинковый ящик с патронами привезли на телеге и поставили перед строем. Казачий старшина раздавал винтовки. Дежурный штабист следом за ним, поспешая, разносил патроны. Каждому по 4 обоймы. Есаулу, подъехавшим на тонконогом красавце-коне, не понравилась будничность процедуры. Нечесанным и оборванным бурятам, похожим более на толпу нищих, чем на бойцов, не оружие как бы вручали, а палки какие-то. «Бурятские казаки!» — возгласил Есаул. «Поздравляю вас со вступлением в ряды славного российского воинства!» «Что ответить надо?» — рявкнул на бурят казачий старшина. «Рады стараться, ваше благородие. Ну, рожи!» Мобилизованные испуганно жались друг к другу и молчали. Вот оно, рабство. Еще ночью эти люди были готовы восстать, а нынче при свете дня опять спутаны по рукам, по ногам. Сильнее стократ этих 3 офицеров, они сгибаются перед ними от одного окрика. «Что же делать?» — искал решение Батан-ава. «Неужели провал?» «Бурятские казаки», — продолжал свою речь Есаул, — «сейчас вы отправляетесь на святое дело борьбы с большевизмом. Пусть рука ваша не дрогнет». Хлестко ударил выстрел. Есаул с выражением крайнего удивления на лице повернулся в ту сторону, откуда он раздался, и вдруг рухнул с седла. Батан-ава передернул затвор винтовки, выбросил стрелянную гильзу и послал новый патрон в ствол. Штабист и казачий старшина, расстегивая каждый свою кобуру, стали медленно пятиться в сторону штаба. «Хватай их!» — крикнул Батан-ава. Стреляя назад через плечо, офицеры кинулись к штабу. Но сигнал был уже дан. Толпа бурят с винтовками кинулась следом и настигла их. «Руки вверх!» — приказал Батан-ава, и сам поднял оба брошенные офицерами пистолеты. «А теперь откройте подвал! Живо!» Узник в подвале долго не мог понять, что случилось. Почему-то ему казалось, что пестрая, шумная, взвинченная толпа ворвалась к нему с тем, чтобы его прикончить. Он испуганно забился в угол. «Свободен, товарищ!» — крикнул Батан-ава. «Все за мной! К навязям! По коням!» Кони летели, как стрелы, пущенные из тугого лука. Ноги их, морды и шеи, гривы и хвосты, отбрасываемые ветром, крупы и фигуры всадников, обтекаемые тем же ветром, все слилось и вытянулось в единые линии, устремленные вперед, только вперед. Батан-ава оглянулся. На пол корпуса позади него скакал еще 1/4 часа назад сидевший под замком в подвале красный командир, а следом вчерашние отчаянные буряты, человек с 10 или чуть больше. Остановились далеко за заставой у перелеска. «Ну, ты герой!» — восхитился спасенный командир и подал руку. «Попов Иннокентий, из здешних мест». Батан-ава. «Из здешних? Тогда веди нас на Урийский тракт, только не через дозор. В обход и дальше». «Ну, что, парни?» — обернулся он к окружившим их всадникам. «Кто хотел со мной, айда со мной. Повоюем?» Урийский тракт — лишь название тракт. Едва заметный пролесок низкорослой тайгой тянется к Улусу-Дозор на границе с Монголией. Длинной вереницей растянулось на этой дороге партизанское войско Каландришвили. Изнуренные долгим переходом и бескормицей, кони устало бредут, люди едва плетутся, на добрую версту растянулся обоз. Безразличие ко всему окружающему коварным лазутчиком крадется к сердцу каждого. В мыслях только то, что может согреть душу, отвлечь.
Жена ли, оставшаяся где-то далеко? Дети? Любимая ли? Поцелуи ее прощальные, ее слезы? Мать ли со скорбным лицом страдалицы? Много больных. Просудившиеся в одежонке на рыбьем меху, от мучительного кашля потерявшие голос, с лихорадочным блеском в глазах от внутреннего жара, от болезни, идут люди, потому что нет другого спасения. Многие уже ни на что не надеются, хотя, сами того не зная, все хранят последнюю надежду на этот тяжкий путь. Обочь дороги лесом 2 всадника спешили к голове колонны. Дабы уберечься от ветвей деревьев, оба низко прилегали к холкам коней. «Стой!» Всадники метнулись в сторону, но хода не сбавили. «Стойте! Стреляю!» И выстрел вдогонку. Как жесткой щеткой махнула низко повисшей еловой лапой. Винтовку и шапку сорвала с бота Навы. Он осадил коня и спешился с лицом исцарапанным в кровь, без шапки и безоружный. «Попов!» — крикнул он. Тот остановился тоже и повернул назад. Черт бы побрал эту еловую лапу! Она обескоружила Ботанову. Держа шапку в одной руке и вытирая кровь, Ботанова слепо шарил возле себя, чтобы найти ружье. «Неужели казаки?» — замер Попов. «Руки вверх!» Вокруг никого не было. Но когда оба подняли руки, из-за ближних кустов с треском, ломая сучья, вышли оборванные люди, не краше оборванных бурят, красногвардейцы. «Свои!» — обрадовался Попов. «Руки, руки!» Кура-Магомед грубо сдернул с Попова винтовку. 5 шагов в сторону. «Да ты что, Магомед, спятил, что ли? Своих не узнаешь?» «Зверя и то не всегда узнаешь помеху, а человек каждый день может шкуру сменить. Выше руки!» «О, смотрите, кинжал!» Отобранный у Ботановы кинжал Кура-Магомед передал Ароновичу. Принимая его, тот сказал: «Оставь, Магомед. Свои же гогочут по-гусиному, а яйца могут быть от сороки. Руки повыше. Еще мало-мало. Вот так стой». «Ну, чего ты куражишься, Магомед? Не стыдно?» «Жены стыдиться, детей не иметь», — шарил по карманам Попова Кура-Магомед. «Вот теперь можешь опустить. Ведите обоих к командующему». «Давно бы так», — сказал Ботанова. «Погодите, однако еще не все». Он свистнул по-разбойничьи. Все прислушались. Вскоре буряты на конях, все 12, явились как один. «А это кто?» Позабыв про бдительность и ретивость свою, Кура-Магомед обратил свой вопрос к только что обезоруженному им буряту. «Пополнение», — сказал Ботанова. Привал, наконец. Надо было подтянуть обоз, если не покормить, то хоть из лесных канав напоить лошадей. Много их обессилило. Иные вовсе уже не стояли на ногах. Таких забивали на мясо. Тощие конины, и ничего сверх того не осталось уже на пропитании. Вблизи граница. А там, на родной-то земле, слаще ли будет? Кто и как там встретит? Может, стоит все же пойти на риск и двинуться через Тункинскую долину? Что ни говори, обитаемая земля, не пустыня. «К тебе, Нестор Александрович, перебежчики из Турана». «Попов?» — удивился Каландаришвили. «А говорили, ты пропал». «И вправду едва не пропал, Нестор Александрович. Да вот, отчаянный парень выручил, а топ крышка. Располагайтесь, товарищи. А вы?» — обратился он к Ботанове. «Пожалуйста, к нашему костру. У меня известие для вас». Ботанова достал из-за пазухи и развернул бумажку. «В Тунке враги. Товарищ дедушка, их надо обойти. М.Е.» «Откуда? Кто передал?» «Не знаю, товарищ командующий. Связной была девушка. Нашел ее мертвой. Похоронил. И вот...» «Спасибо. В Тунке враги.
надо обойти. М.Е. Где? В Тунке? Только сейчас дошел до деда смысл записки. Вдруг он закричал. «А я что говорил? Что я вам всем твердил? Нельзя идти Тункинской долиной!» И передал бумажку подошедшим командирам. Она пошла по рукам. «Читайте донесение». Чтобы его донести, один человек погиб уже, другой едва не погиб. Читайте. Как вас зовут, товарищ? Батанова. Вашу руку, Батанова. Есть еще новости? В дозоре засада. 200 с лишним казаков. Пополнение из бурят большей частью рассеялось по улусам. 12 вооруженных конников привел к вам. Засада? Вовремя наш привал. Будем думать. А записка? Все-таки кто мог послать ее? И откуда? М.Е. Нестор Александрович, подсказал Аронович. 2 буквы. М.Е. Не Михаил Ербанов. Ту девушку, Батанова, где вы нашли? На берегу Байкала. Там судно в шторм разбилось. Она, как видно, с того судна. Так и есть, Михей Ербанов. Из иркутского подполья весточка нам. Ах, Михей, золотой человек. Забыв про опасности, расчувствовался суровый дед, будто друг его верный перед ним стоит. А командиры на отдалении озадаченно молчали. Засада в дозоре. Хоть и не врасплох, но боя не избежать. Выходит, и вправду проклятая долина — это кишмя кишит казачьем да кулачьем. И все же пусть с боями, но на людной земле упрямо стоял на своем командир Лебедев. Не на то у нас оружие, чтобы по горам таскать его, как обузу. Мы — военные люди, не альпинисты, чтобы по скалам карабкаться. «Вот тебя и послушаем первого», — подхватил Каландришвили. «Полководец Лебедев научит нас. В дозоре нас сваты ждут с хлебом с солью на полотенце. Чем бы таким особенным ответить на их гостеприимство? На всякий укус комара не будем дергать клинок из ножен». Предвидя горячий спор, вмешался Кура-Магомед. «Проверим, верно ли говорят, что путь к сердцу джигита через желудок джигита. Вот мы сначала покушаем, что Бог послал. Человек с одной рукой никогда не может бить в ладоши. Так и казаки. Буряты с их ружьями не к ним, а к нам пришли. Или это совсем ничего не значит?» Говоря так, Кура-Магомед раскладывал конину по котелкам, подвешивал их на общей жердине, поправлял костер. Он был так ловок и так красив в любом своем движении, что, глядя на него, не улыбнуться мог только заклятый враг. А враг тут был — Шубин. Как всегда, вместе с Барчихадзе, расположившись поблизости, он наблюдал со стороны. Нет подступа к грузину. Что за псы эти командиры его? Так и вертится вокруг, так и виляет хвостами. Нужно, как видно, решаться на что-то. Так дальше нельзя. Засада в дозоре расположилась по обеим сторонам Урийской дороги, в удобных укрытиях, приготовленных заранее. Будто охотники в ожидании зверя на солонцах притаились казаки. На дорогу в коварном молчании направили свои зрачки 200 ружейных стволов и рыло пулемета. На запасной позиции в лесу стояли кони. Не зря говорится, ждать и догонять хуже всего. К рассчитанному часу гости на дороге не появились. Не было их ни к вечеру, ни в ночь. А утром, едва держась на ногах, пешком приковылял из Турана смертельно уставший казачий старшина. Сразу же, не отдышавшись как следует, он доложил. В Туране Исаул убит, штабной офицер ранен. Мобилизованные буряты разбежались, всех коней увели. Пополнения не будет. «Ах ты, свинская рожа!» Увесистая пощечина слева. «Ах ты, собака подлая!» Еще такая же справа. «Виноват, господин поручик. Откуда же знать было, среди бурят большевик оказался? Черт их разберет, все косоглазые, все на одно лицо». «Сам ты косоглазый, образина.
Если так засада раскрыта, зря сидим. Вестовой!» «Слушаюсь, господин поручик. Вторую роту к лошадям. Пусть прикроют тыл». Стоит отдать должное хваткому поручику. Он верно оценил обстановку. Сидя в засаде, как на зверя, казаки сами оказались в положении зверей, обложенных со всех сторон. В этом курьезном положении на случай окружения следовало как можно скорее занять запасную позицию. Маневр был уже запоздалый, но роте, посланной к лошадям, удалось пройти к цели до того, как кольцо окружения сомкнулось. Удивление, затем паника, страх и смятение. Казакам, сидевшим в укрытиях и не сводившим глаз с дороги, дружными залпами ударили с тыла скрытно подошедшие партизаны. Очнулись казаки после того, как поручик повернул пулемет в обратную сторону и открыл огонь. Перестрелка, не утихая, длилась долго, со злым упорством с обеих сторон. Дважды поднимались в атаку красногвардейцы и дважды вынуждены были залечь. Огонь обороняющихся был слишком плотен. «Самое время послать им гостиниц», — сказал Аронович. «Ты куда?» — осадил его Медвядский. «Убьют». Он даже ухватил его за хлястик кожанки. Но богатырь Аронович с неожиданной легкостью поднялся, выбежал из лощины, где залегли остальные, и встал под прикрытие ели с тяжелой, фунтов на 5, связкой гранат в руке. Пули сейчас же затенькали, запели и защелкали по сосне, по земле вокруг сосны, но дерево было надежное, в обхват толщиной. Игра в прятки со смертью заворожила противников с той и с другой стороны. Аронович, дождавшись затишья, быстро выбежал. Тут же скрылся за соседнее дерево. И так несколько раз. То вперед, то вспять, то вбок. Всякий раз, встречаемый отчаянной пальбой, он подошел довольно близко к укрытию и перед броском надолго затаился. Пальба шла уже без перерывов, Аронович не мог даже выглянуть из-за дерева. Тогда, дождавшись, когда еще и еще лишнюю 100 патронов израсходуют казаки, на расстрел могучей лиственницы, за которой он стоял, Аронович размахнулся и броском снизу вверх и вперед послал свою связку. Через несколько мгновений ахнул взрыв. Пулемет умолк, будто оглушенный взрывом умолкли и винтовки. «Ура!» — донеслось сзади. Партизаны поднялись в атаку. Жестокий рукопашный бой завязался уже в казачьих укрытиях. Но и тут победа далась лишь в половину. Силы на исходе были у тех и у других. Подобно костру, иссякнувшему с одного края и тут же ярко вспыхнувшего с другого, в стороне запасной позиции белых внезапно, без примерочной пристрелки-перестрелки, сразу же в полную ярость разразилась сеча конников, казаков и партизан. Заблестели и зазвенели сабли друг от друга, захрапели и заржали кони, иные уже без седаков. Партизаны настойчиво теснили казаков в сторону их же укрытий. Они стремились на соединение со своими. Но и казаки тоже ведь шли на соединение со своими. И было то, что бывает, когда два пожара сливаются в один. Силы, удвоенные с той и с другой стороны, соединились в яростную свалку, когда уже никто не слушает ничьих команд, а действует, как Бог на душу положит, в согласии со своим характером, каждый в меру своей силы, храбрости, малодушия, удали или расчета. Шубин стоял за деревом. Такая позиция удобна ему была. И если положить винтовку в развилку двух ветвей, можно стрелять прицельно и попасть куда надо. А целил он в белую папаху Каландаришвили. Шубин так рассудил. Зачем ему идти на риск с ядом, если проще застрелить грузина в бою? Разберись-ка, чья пуля попала в него, своя или чужая. Правда, может не поверить Пепеляев. Скажет жирная свинья, что приписал, мол, себе чужую заслугу. Ну, да черт с ним. В этом случае выбирать не приходится. Важнее главное — отправить грузина на тот свет. Бой одинаково страшен был для тех и других, потому что в лесу не было простора для маневра.
Партизанам трудно было использовать свое многократное численное превосходство. Шубин, глазом припав к прорези прицельной колодки, видел лишь белую папаху Каландаришвили. Нажать на спуск ему все время мешал всадник, вертевшийся вокруг проклятого грузина. Одной только белой папахой и его околдованный Шубин не знал, кто был ему помехой. А был он поручиком, тем самым хватким и ловким, который вовремя понял, что партизаны знают о засаде, который посадил роту на коней, который стрелял из пулемета и взрывом был ранен в левое плечо. Когда? Как? На чего покинутого коня он вскочил, и чья шашка была теперь у него в правой руке, никто не уследил в этой сваре. Каландаришвили с поручиком сошлись в поединке. Сабли обоих кратко взблескивали в тусклом свете осеннего холодного солнца. Кони обоих всхрапывали, нервно вздрагивали всей кожей, выгибали шеи и месили серую лесную почву, швыряя из-под копыт ошметки грязи себе же на крупы, на всадников своих и вокруг. 4 выстрела Шубина оказались безрезультатными. Промазал Шубин. Уж больно яростно вертелись оба в прорези прицельной колодки. Выстрел 5. Поручик рухнул на земь. Повис, не вынув ногу из стремени, конь волоком потащил его в сторону. Никто не подал никакого сигнала, но то был как бы сигнал. Бой разом утих. Казаки, оставшиеся в живых, затрусили в лес, а партизаны смотрели им вслед. Преследовать их не было сил. «Оплошал ты, Шубин. Знаешь, небось, в старину этак же вот сходились на поле брани предводители 2 ратей и секлись, кто кого. Посмел бы кто пустить стрелу, да еще не в противников своего, что бы с ним сотворили? Вместо врага кровного, союзника своего на тот свет отправил. Узнай, Пепеляев, про это, гляди, не похвалит». Схватка длилась чуть более часа, а лес и земля вокруг выглядели после нее, как после пожара, чумы какой-нибудь или землетрясения. С папахой в руке Каландаришвили стоял, понуря голову, и смотрел из-под лобья на недавние казачьи укрытия, сейчас развороченные и усеянные трупами. В глазах у него стояли слезы. «Победа все же!» — попытался утешить его Курам-Магомед. «А, Нестор Александрович?» «Победа!» — с печалью в лице покачал головой дед. «Пирова победа. Знаешь такую?» «Про такую не слышал». «Еще одна такая победа. Разве в этот поход мы для того отправились, чтобы погибнуть, не дойдя до цели? Наша цель — сохранить людей и выйти на соединение с Красной Армией. Наша цель...» Не договорил, надел папаху и молча сел на коня. На этот раз ободрил деда не бодрый Курам-Магомед, а Попов Иннокентий, местный человек. Он предложил временно осесть неподалеку отсюда в местности Араба-Ро, на летних стойбищах бурят. В Улусе найдется помещение для походного лазарета, для штаба. Не пустая надежда и продовольствием запастись. Если снарядить несколько подвод по окрестностям, буряты поделятся мясом и маслом, русские — хлебом и мукой. «Твои речи, Попов, сладкие, как щербет», — возразил, не удержался ревнивый Курам-Магомед. «А нарвешься на суку продажную?» «Ты пойдешь — нарвешься», — отпарировал Попов. «А я тут знаю всех. Кому надо — пойду, кому не надо — подумаю. И вот еще что. Те буряты с ружьями, которых Батан-ава распустил, почти все из этих мест. Любой из них теперь друг ему и нам. Каждый поможет и доброе слово за нас замолвит. Разве этого мало? Поддержим и коней. Вон там, на краю поляны, 4 зарода сена стоят. Есть тут богатей один. У него таких зародов... «Чем платить будешь за сено?» — перебил его дед. «Не придется платить, Нестор Александрович. Людей, которые на него спину гнут, их попросим расплатиться. Они знают, как и чем». Каландаришвили спрятал усмешку в бороде. Языкастый этот Попов. Побывал у казаков в каталажке, вон как ретив встал.
На все у него ответ готов. Да и что возразишь ему, когда ничего другого не остается? «Пусть будет, по-твоему», — согласился дед. «Магомеда с собой берешь». «Как Магомед? Пойдешь с Поповым?» «Как прикажете». Совсем не похоже на самого себя, вяло отозвался Курам-Магомед. «Магомеда с собой берешь. Идите завтра с рассветом. Все». На исходе дня мертвых без митинга, без речей похоронили в братской могиле. Тяжело раненых перевезли в Улус, в хибару с печкой. Татьяна Третьякова отыскала себе помощниц-буряток, вскипятила котел воды и принялась врачевать. Для штаба приспособили чью-то заброшенную баню и часть рубленого дома. Один из зародов сена, на который указал Попов, разобрали частью на корм лошадям, часть — на шалаши и подстилки. Как ни тяжела бывает жизнь, всегда есть в ней хоть капелька радости. А человек живуч, ему и капелька — это спасение. Барчихат забросало то в жар, то в холод. В минувшем бою он не участвовал. И это только усугубляло его болезни, его мучили угрызения совести. Товарищи воюют, товарищи его гибнут, а он лежит и за ним ухаживают. Долг платежом красен, Шубин ухаживал. Настилал сено помягче, по суше, укрывал шалаш так, чтобы не просвета нигде. Из-за промашки в бою сильно досадовал Шубин. Укокошишь храбреца-поручика вместо грузина. Это уж такое невезение, что и подумать обидно. И Барчихадзе его тревожил. Шубин боялся, что тот умрет. Как раз сейчас, в тяжелом своем состоянии, Барчихадзе был ему нужнее, чем прежде. Здоровым этот блаженный и слышать не мог о том, чтобы хоть как-то приблизиться к деду. Но сейчас Шубин и спрашивать не станет его. Он сам отправится в штаб. Он скажет: «Ваш соотечественник Барчихадзе тяжко болен, Нестор Александрович. Он мужественный и скромный боец. Он не пускал меня к вам. Но я не в силах больше видеть его страдания». Разумеется, не забыть про их совместное сидение в сарае у Бутылкина и про совместный побег. Не может быть, чтобы сердце грузина не дрогнуло, чтобы он не пригласил Шубина к своему столу. А будет так, уж действуя по обстоятельствам, снадобье наготове. Сделать это надо нынче же. Как знать, может, удачнее случая не представится. Шубин, преисполненный решимости, принялся обдумывать все обстоятельства, возможные и невозможные, нечаянные, непредвиденные. Так, например, может оказаться, что грузин, пригласив его к столу, попросит раздеться. Свинячья жизнь твоя, Шубин. Совсем ты уже опустился, забыл даже, что в нормальной человеческой жизни приличные люди едят, раздевшись. А коли так, пузырек, зашитый в шинель, следует извлечь оттуда и спрятать поглубже. Куда? В пояс? В гимнастерку? В сапог? Как бы то ни было, Шубин из шинели тот пузырек выпорол ножом и завернул в грязную тряпку, некогда, в незапамятные времена, и совсем в иной жизни служившую ему носовым платком. «Что за еда, эх!» — сказал он Барчихадзе, когда они доели небольшой кусок конины, остаток нынешнего пайка. «Я, брат, схожу тут. Может, добуду еще чего пожевать». И вышел из шалаша, прихватив винтовку. Вечерело. Из-за хребта медленно надвигались тучи. Бесприютный ветер косо с туч к земле гнал снежную крупу. Быстро темнеет, черт возьми. Пока дойдешь, совсем ночь будет. Часовой на краю бивуака, гляди, не пропустит. Да и от костров зачем да куда, мол, отбрехиваться от каждого. Вернее всего в обход, перелеском. За хворостом для костра, вот зачем. В перелеске, переходя лощину, Шубин увидел бесформенную тень. Коряга, что ли, какая? И вдруг тень шевельнулась. Шубин остановился. Хряст сучьев, пыхтение, и тень явственно обратилась в матерого медведя. Ужас охватил Шубина. Давно ли шатается шатун
Или недавний бой в этих местах поднял его из берлоги. Об этом размышлять не время было. Если бы чуть светлее, может, и разглядел бы Шубин, что медведь, как лесной прохожий, шел совсем не на него, а по своим заботам безберложника. Быть может, хватило бы Шубину хладнокровия вспомнить, что сытый зверь не нападает на человека. Но ему представилось, что лесной великан прямиком валит на него. Шубин вскинул винтовку и выстрелил. В упор стрелял, а сплоховал. От страха да в сумерках. Промахнись он, еще бы куда ни шло, но он ранил зверя. Тот дико взревел, встал на задние лапы и двинулся на человека. Второй выстрел оказался и вовсе мимо. Передней лапой медведь выбил винтовку из рук Шубина. Безоружный, он отпрянул назад, машинально по офицерской привычке, еще не изжитый, хлопая себя по боку и по карманам, нащупывая несуществующий пистолет. Кроме тряпки ничего не нащупал. Пасть зверя была уже на расстоянии протянутой руки. Утробный запах его дыхания обдал Шубина, и он в отчаянии, как бы желая заткнуть эту пасть, едва ли не с рукой вместе сунул тряпицу в нее. От неожиданности медведь замешкался, но сам Шубин в этот момент споткнулся о гнилушку и упал. Он слышал, как пасть чавкнула, хрустнуло что-то у зверях на зубах. Пузырек озарило Шубина, и он живо вскочил. Но в этот момент страшная лапа с когтями, как железные крюки, повисла над ним, тяжело упала на шапку. В жизни Шубина то был последний миг. Вместе с шапкой зверь содрал с него скальп, и Шубин рухнул. Медведь, как бы в раздумье, постоял над окровавленным трупом, потом грузно, будто огромный мешок с мясом, осел сначала назад, затем на бок и растянулся во весь свой огромный рост. Малое время спустя на выстрелы от ближних костров прибежал с десяток вооруженных партизан. Зажженными пучками сена, как факелами, осветили место происшествия. Шубина никто не узнал. На нем лица не было, в самом буквальном значении этого слова. «Гляди-ка, не придется ехать мясо добывать», — указал кто-то на тушу медведя. Ботанова присел. Из пасти медведя пузырилась обильная пена. Кинжалом он разжал ему зубы. Кинжалом же осторожно вытащил тряпку, расправил ее на земле. Все кинжалом. Тряпка, осколки стекла и пена. «Это мясо нельзя брать», — сказал Ботанова. «Зверь больной». И вытер лезвие о мох.